В следующем году скоростной интернет придет еще в 13 поселений Коми, в которых проживают от 50 до 100 человек. По программе устранения цифрового неравенства выбирают населенные пункты сами жители. Голосование уже идет. Об этом руководитель Минцифры Республики Виталий Осипов сообщил во время защиты в Госсовете Коми государственной программы «Информационное общество» и региональных проектов, включенных в состав нацпроекта «Цифровая экономика». Ольга Коняева обо всем подробнее. В новой экономической ситуации IT-сфера оказалась уязвимой, в дефиците телекоммуникационная техника. Работу пришлось перестроить. Федеральная программа устранения цифрового неравенства исполнена пока частично. В 2 из запланированных населенных пунктах Коми связь появилась. Еще в 12 базовые станции будут запущены до конца марта. Кроме того, 12 октября Министерство цифрового развития Российской Федерации запустило голосование за населенные пункты, которые будут обеспечены связью в приоритетном порядке в 2023 году. На республику выделена квота в 13 населенных пунктов. Нам необходима ваша поддержка. Жители республики самостоятельно выбирают тот населенный пункт, который будет обеспечен связью. Чем больше голосов за населенный пункт будет отдано, тем быстрее в нем появится связь. Голосовать можно не только через портал госуслуги в электронной форме, но и отправив обычное письмо через Почту России, в том числе отправив коллективное письмо. За последнее время республику покинули 10 айтишников. Это немного. Недостаток восполняется выпускниками наших же вузов. Но в крупных городах и компаниях могут предложить зарплату выше. Впрочем, у нас есть свои меры на этот случай. Региональные налоговые льготы для IT-компаний, льготная ипотека для молодых сотрудников. И работы достаточно. За эти 10 лет сделано очень много. И сравнивая с другими регионами, мы на самом деле находимся в первых рядах. И наша айтишная сфера, сфера IT, она на самом деле развивается очень неплохо. И наша задача дальше удержать данные результаты и улучшить их. Республика – лидер по северо-западу по количеству пользователей порталом госуслуги. Жители Коми уже могут получить 88 наиболее востребованных услуг через интернет. Например, записать ребенка в садик, школу или лагерь. Налажена и система обратной связи. За последние недели более 600 жителей Коми оперативно получили ответы по вопросам частичной мобилизации. 189 организаций подключены к платформе государственных сервисов. С каждым годом внедрение программ национального проекта «Цифровая экономика» все больше и больше упрощает жизнь простым гражданам. Одна из главных задач цифровизации государства – это снижение количества бумажной волокиты и бюрократии при оформлении документов. Справки и паспорта можно заказывать через приложение. Там же хранятся и обновляются все данные. Развивается и технически обновляется сеть МФЦ. Все больше услуг для бизнеса и жителей. Из новых оформление выплат на детей, прием заявлений на газификацию, паспорт болельщика. Открываются новые окна в малонаселенных и труднодоступных поселениях. В текущем году были открыты новые окна в село Летка Прилузского района, в селе Бриколанск Имжинского района, в селе Подчерье городского округа Вухтыл. А также дополнительные окна были открыты в новом флагманском центре по улице Кутузова, 5. Цифровая трансформация – одна из 5 национальных целей развития страны во всех сферах. От социалки и государственного управления до туризма и логистики. Удобные сервисы разрабатывают и в Коми. Например, социальный навигатор поможет семьям в пару кликов узнать, на какую поддержку могут рассчитывать. В этом году у отрасли новый вызов – обеспечить импортонезависимость оборудования, и программное обеспечение уже меняют на отечественное. В рамках оснащения точек роста было приобретено оборудование, которое интегрируется с компьютерами, которое тоже немножко отличается платформа, она отечественная, но вопрос решался очень просто. Он путем установки специализированного отечественного оборудования. В случае, если необходима консультативная помощь, то круглосуточно 24/7 производители и компьютеров, и программного оборудования, которое в рамках точек роста, они работают. Финансирование госпрограмм в 2023-м ожидается на уровне этого года – примерно 2 миллиарда 600 миллионов. Впрочем, пока запланированный бюджет освоен менее чем наполовину. Застопорилась реализация программы «Безопасный город» из-за недостатков в работе системы. Республика не может принять ее в аренду от Ростелекома. Вопрос сейчас решается в суде. Камень преткновения в том, что ПАО «Ростелеком» за достаточно длительный период времени были внесены ряд изменений в технические
какие-то материальные, замена материалов по разным причинам, при этом сам комплекс функционал свой не утратил. Это позиция ПАО «Ростелеком». Позиция заказчика ГАО «Безопасный город» в том, что в связи с изменением ряд позиций заказчик должен знать, что было заменено, и цена вопроса. Отдельное внимание информационной безопасности для школьников – это уроки цифры. Жителей социально значимой информацией обеспечивают 2 десятка СМИ в городах и районах. Их поддержка не только в части заработной платы. В этом году порядка 500 тысяч на ремонт получила редакция литературного журнала «Арт». Ольга Коняева, Дмитрий Булаев, телеканал «Юрган».